Очень сильных, интересных, талантливых игроков. Тем временем опережает защитника 7-й номер Дордоя и бьет по воротам рядом со штангой. Азамата Байматова должен воодушевлять футболистов. Тем временем Дордой в атаке. Правым флангом атака. Здесь добивание будет. Удар и опять мимо. И позволяет это игроку Дордоя проникнуть в штрафную площадь. Джолочиев, 7-й номер. И пенальти назначает арбитр. Рекомендация от арбитра. Удар по центру, да? Чуть было голкипер не угадал. Упал уже направо, был отыгран. И таким образом боец Андиджана на своей половине центральные защитники обменялись передачами. Но вот прессинг очень хороший у Дордоя. Нету офсайда. Джолочуев, продвижение. Бьет поворотом и второй гол. Второй гол забивает Дордой. Еще у игрока проникает в штрафную площадь 18 номер и пенальти. Ну да, здесь, откровенно говоря, в ноги сопернику сыграл. Дистанция от мяча. Абдулбари Рашидов. Разбег, удар и гол. Развел он мяч и голкипера по разным углам. Прыгал в левый угол. Голкипер пробил направо, прям в угол. Я думаю, что если угадал бы направление, то было бы трудно. Передача того. Выскакивает 1-1. Бектурганов. Да, долго обрабатывал мяч. Еще одна попытка. Сильнейший удар. Прострел. Ай-яй-яй. И снова обратный отбор следует со стороны 17 номера. Длинная передача вперед. Реагирует 4-й номер Дильбек Анваров. И вот здесь вот хорошо. Удар с левой ноги. Гол! Как красиво! Какой красивый гол забивает. Дальний заброс и перебрасывает голкипера. Гол. Гол забивает Андиджан. Ну, не досмотрели здесь за игроком соперника, защитники Дордоя. Так, разбег. Удар по воротам. И гол залетает между ног голкиперу. Ай-яй-яй, я ошибся, да, что нельзя забить. Можно. Если голкипер позволяет, то почему бы и не пробить. Таким образом, счет становится 4-2. Ну, теперь уже, наверное, можно говорить о том, что при меньшинстве Андиджан оставить здесь на правый фланг мяч и не получается. Ну и все, звучит свисток арбитра. Бишкекский Дордой завоевал бронзовые медали данного турнира.